13 января 1991 года Литва. 9 августа 2020 года Беларусь. Это ключевые даты для наших народов, точки отсчета, после которых невозможно жить, как жили раньше, и точки отсчета, после которых сознание людей пробудилось навсегда. По указу советских властей, советская армия, наверное, так можно сказать, или силовики, наверное, это будет более понятно, старались подавить стремление нашей страны к свободе. И тогда уже Литва провозгласила себя независимым государством. Было очень сложно, очень нелегко в экономическом плане, но люди верили, что мы заслужили свое государство, у нас было свое государство, мы должны его возродить. И 13 января события обернулись трагически, погибли люди. Эти люди погибли за нашу свободу. И до сих пор мы считаем, что это герои нашей страны, мы их чтим каждое 13 января. Чем дальше мы от тех событий, тем светлее, наверное, этот праздник для нас, потому что сперва это был праздник скорби и боли. Сейчас это уже более праздник победы, и мы считаем это днем своей победы над тоталитаризмом, который хотел у нас отнять то, что мы заслуживаем. А в то время тут на площадях, на улицах города Вильнюса были люди с флагами Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, историческим флагом. И мы это хорошо помним, мы это видим на снимках, мы знаем, что все были за нас. Была огромная толпа людей в Москве, которая тогда вышла постоять за балтийские страны. Я думаю, что сейчас это очень важно, чтобы все страны, которые чувствуют себя беспечно и более-менее сыто, ну, кроме коронавируса, понимали, что есть и до сих пор народы и страны, которые борются просто за право решать. Потому что мы боролись за свое государство, за право решать. Государство – это твое право решать. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы всегда об этом помнили и всегда помогали тем людям, которые за это борются. Я желаю терпения, потому что ничто не дается легко. Иногда борьба длится долго. Борьба белорусского народа уже длится очень долго. Но в прошлом году, я думаю, что весь мир поверил и увидел, насколько много в людях силы бороться за свою свободу. И очень важно это не упустить. Ну а наша обязанность – помогать. И мы будем помогать. Ти прочинаєшся ранком, а неба нема. Ти виходиш з дому, а дороги нема. Ти вдихаєш на повні груді, а повітря нема. І ось турма. І ось турма. Не ти натикаєшся на стіну, а я на тебе. Не ти падаєш у бездань, а я у тебе. Не ти виключаєш світло, а я на тебе. На войне, як на войне. Як на войне. Что застанется, коли попел покрые усё?
Что застанется, коли ветер развея ўсё? Что застанется, коли скончыцца ўсё? Толькі любоў, 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 толькі любоў. Когда ты решаешься стать независимым, когда ты решаешь взять то есть свою жизнь в свои руки и своей страной как бы начать строить будущее самим, не по указу данному от кого-то, от какого-то высшего там органа. И мы просто очень хорошо это понимаем и видим. Когда я был в Беларуси, я всегда чувствую это, что у нас очень похожий менталитет, похожий темперамент. И я думаю, что это чувство, оно всегда было, просто иногда бывают какие-то обстоятельства, когда эти чувства, они, настает время их показать. Я думаю, это то случилось. Люди на самом деле в Литве, люди очень поддерживают белорусское движение за свободу. И мы очень хотим, чтобы вы стали свободными один день. Конечно, наблюдали, на каждого было заведено какое-то там дело, какую-то информацию собирали. Иногда бывали на концертах какие-то люди с видеокамерой что-то снимали, зрители снимали, кто танцует, кто не танцует. То есть это было, но как-то так открыто, чтобы там арестовывать и пихать там на 15 суток, я такого не помню. Я не знаю, что уже надо было сделать, наверное, что-то очень открытое против там советской власти. Эти концерты, которые происходили в Литве, они начались в 1986 году. Это был фестиваль Литуаника 86. Туда, я не знаю, как это опять какой-то клуб молодежи. Там, конечно, это было связано в те времена с комсомолом, как-то через эту линию. Они как-то сумели сорганизовать фестиваль, который проходил здесь в Вильнюсе. Он длился 3 дня. Они позвали все возможные андерграундные и какие-то неформальные группы со всего Союза. И трудно было поверить, что это происходит. То есть ты видел артистов, исполнителей, которых ты не мог увидеть там, по телевизору или услышать по радио. Там, конечно, самая большая звезда, наверное, была группа «Аквариум», Борис Гребенщиков. То есть вот тогда это был первый какой-то такой знак, что что-то меняется. А потом уже был 1987 год, когда в Литве была основана организация «Саюдис». Это организация, которая потом... они завели это все это дело с независимостью, с возвращением независимости в наши руки. И потом 3 года подряд были концерты, которые назывались «Рок-маршес». Это рок-марш. Это был 7-й, 88-й, 89-й год. Это были 3 года подряд происходили большие концерты по всей Литве. То есть группа разных там исполнителей, музыкантов, они садились в автобусы, ехали через большие города Литвы, делали такой круг. И собирали толпы людей от 10 до 20, да иногда и в Каунасе, Вильнюсе до 30 тысяч людей было. И вот мы, молодые там какие-то исполнители, мы играли, и когда менялись группы, тогда на сцену выходили молодые политики, говорили о свободе, о том, что нам нужно отделиться от Советского Союза и идти своим путем.
И это очень дало большой эффект, потому что много людей чувствовали себя так, но в то время, конечно, не было интернета, не было информационной такой, то есть среды, в которой мы сейчас живем, где сейчас информацию можно, то есть разную найти и послать другим разную информацию тоже можно. А тогда это был такой способ собрать много людей и сказать им, поднять первый раз литовский флаг, не советский, а литовский национальный флаг. И вот этим всем людям, которые туда приходили, каждому из них это было очень важно, потому что многие чувствовали, что, может быть, они одиноки, может, у них одних такие мысли. Иногда была какая-то надежда, иногда была просто деспирация какая-то. Через эти все какие-то этапы ты всегда проходишь, когда, ну, как говорится, когда один строй меняется в другой, в этом промежутке всегда хаос. То есть там происходят разные какие-то переполох, там все вот так вот переворачивается. И один день ты чувствуешь надежду, другой день кажется, что все это безнадежно. Эти чувства все они человеческие, понятные, и особенно когда речь идет о большой стране, о такой стране, как Беларусь, то есть это, ну, понятно, тут не так-то это просто, потому что этот режим, который у вас, он длился много лет, он засунул свои руки везде, и тоже и в умы людей тоже. То есть чтобы это все очистить, это нужно время, это так быстро. То, что быстро исчезает, только то, что быстро появляется. А то, что появилось за долгое время, вычистить это тоже нужно. Нужен промежуток времени, и нужно на это решиться. То есть. Но мне кажется, бывает, вот в Литве был такой момент, какая-то точка, где ты понимаешь, что неважно, что будет, но возврата назад уже нет. И у меня такое чувство, что в Беларуси, наверное, 9 августа. Такая точка, она появилась, что уже так, как было, уже не будет, может быть, лучше, хуже, но так, как было, уже люди уже так не могут жить. И это самый главный момент, от которого, наверное, надо отталкиваться. Так, как было, уже не будет. Назад никто не вернется после того, что уже сейчас произошло у вас, после этих всех арестов, избиений, переизнасилований, преследований. Это то, что ты не можешь называть властью какую-то вот такую систему, которая так обходится со своими людьми. Это уже не власть. Это, не знаю, подонки. У нас тоже все начиналось с митингов, с концертов, и было очень много такого светлого чувства, особенно в начале было много такой надежды и веры, и люди ходили иногда просто идешь по проспекту Гедиминаса, и кто-то идет с трехцветным флагом литовским, и все люди с этим человеком здороваются, и было такое общее, очень теплое чувство, которое очень приятно вспоминать. Но потом были эти моменты, потом, конечно, власть начала противиться этому, власть поняла, что это как-то тут нужно это останавливать. У нас был комендантский час, у нас были какие-то там репрессии, какие-то там, то есть занимали там телевидение, они начали показывать силу в какой-то момент. И вот когда они начали показывать силу, вот этот был момент, когда было понятно, что уже так, как было, не будет, неважно, как сейчас, как будет дальше, но так, как было, уже это невозможно. Мы им уже не можем вернуть то, что принадлежит нам. Мы уже не можем свою свободу, мы им уже не вернем.
Интересно как-то рассуждать об этом, потому что в то время, наверное, радио был единственный какой-то канал информации. Ну, было еще телевидение, но радио было как-то, все слушали, это была единственная радиостанция. И потом в 90-м году появилась первая независимая радиостанция М-Венас, М1. И, наверное, эти такие события начались в 90-м году. В один день по радиостанции М-Венас сообщили, что у них есть информация, что ночью солдаты, какое-то подразделение придут занимать здание печати, здесь, которое вот на горе здание печати, то есть это здание, где были все редакции, где печатали газеты, то есть это такой большой центр, где информационный. И у меня с моими коллегами у нас такая мысль пришла, что нам нужно собрать как можно больше людей вокруг этого здания. И мы решили сделать концерт. Я позвонил на радиостанцию, говорю, давайте сделаем концерт. И я не знаю как, но через 2 часа там стояла сцена, где люди привезли аппаратуру, кто-то привез там прожекторы. И группы со всей Литвы, из других городов, даже там с Клайпеды, из дальнейших точек позвонили, говорят, мы приезжаем. И концерт длился всю ночь. И где... было холодно, насколько я помню. Было холодно, но я сейчас рассказываю про 90-й год, это был апрель, но посреди ночи приехала колонна военных машин, и они увидели эту большую массу людей, они постояли минут 15 и уехали, потому что они поняли, что если они полезут, ну, будет большие неприятности на международном, наверное, уровне, так как журналисты уже со всех стран уже наблюдали то, что происходит. А в 91 году телебашня, это был такой, для меня это какой-то, ну и для всех нас, наверное, был такой финальный аккорд, что эта система уже все, она проиграла, потому что они решили занять телевидение, они заняли телевидение, заняли это здание печати, и они пошли к телевизионной башне, и люди, конечно, туда, там собралось несколько тысяч, я не знаю, точно не знаю сколько. И я как раз был в этот вечер, как раз был рядом, в гостях, и мы пошли с друзьями к башне, и вокруг телевизионной башни там стояла куча народа, вокруг ее люди стояли, взявшись за руки, и пели какую-то песню. Вокруг них были солдаты, и мы стояли уже за солдатами, и солдаты как-то там начали расчищать эту территорию. Приехала какая-то танкетка, какой-то танк приехал, начали стрелять пустыми патронами очень громко, то есть, чтобы разогнать. Потом пришла колонна коллаборантов, люди начали в них кидать камни, там это было что-то такое уже. И я наблюдал за этим, как за каким-то сюрреалистическим фильмом, потому что я не мог представить, что это, ну вот я всю жизнь живу в Вильнюсе, и что это на моих глазах будет когда-то происходить. Вот а солдаты начали стрелять, эти трассирующие патроны, которые летели в воздух, отбивались от башни, отскакивали, и такой... Ты не понимаешь, это тут война или фейерверк, и что тут происходит. То есть это такое очень смешанное чувство. Ну, там погибло 14 людей. Это была такая самая темная, наверное, ночь нашей независимости. И через день, мне кажется, были похороны этих всех погибших, и на похороны собрали, ну, я не знаю, сколько там, 100 тысяч, 200 тысяч, ну, очень полный город был, то есть люди стояли на улицах, провожали этих убитых людей. И вот этот момент был, это было понятно, что мы уже никуда не отступим. Я вам желаю свободы и счастья, и чтобы больше никто не страдал от этого человека, который забрал все в свои руки. Возьмите то, что принадлежит вам назад. Пришел январь 91 года. Холодно, и зимы тогда еще были как бы обычно холодные, снег и так далее. И тогда уже было ясно, что что-то готовится к январю.
То есть была большая активность советских еще военных гарнизонов в Литве, особенно в Вильнюсе. Он был, кстати, дислоцирован в Жирмунай. Теперь вы не узнаете уже даже того места, где была дислоцирована дивизия, танковая дивизия под руководством некоторых очень просоветских офицеров. И для них даже не стоял как бы вопрос, что тут они должны делать и кому они подчиняются. И, конечно, в преддверии этих событий прилетела специальная группа, Альфа-группа из Москвы, под руководством тоже высоких чинов, которые были подчинены напрямую Генеральному штабу и КГБ и так далее. И вот в таких условиях, в таком нагнетении, ожидании чего-то, мы и жили. И тут как бы не было так, что 1 день, 2 дня, это были целые недели. Я бы сказал с начала Нового года, 91 года, что-то так чувствовалось в воздухе, что вот и что-то произойдет. Но главное, что со стороны людей не было страха. Не было страха и такое, я бы сказал очень четко определенное чувство, что что-то мы начали, мы закончим. И что бы ни стояло бы на нашем пути, мы это уберем, мы перестроим, мы сделаем то, о чем мы уже сказали в марте 90-го года. И вот на ту ночь, кстати, тогда руководство Литвы, все руководство все-таки было сконцентрировано в парламенте, которым руководил Витаутас Ландсбергис, профессор Витаутас Ландсбергис, политики, и он лично призывал людей: приходите, вот станьте здесь, потому что мы тогда и армии не имели. Было только начало строительства независимой литовской армии. Все были вот так призывники по своей хорошей воле. И тогда мы, услышав это, мы шли и к парламенту. Парламент был тогда окружен многими людьми. Люди были такие, я бы сказал, процессы, как такие шествия. Люди крутили такие круги вокруг парламента. Я и сам лично не один вечер так провел, час-два, несколько часов так в обход. Показывали все равно. И много было людей. Друг к другу мы шли просто такой нескончаемой колонной вокруг парламента. И это было уже, я бы сказал, такой сигнал, что так все не закончится. В самом парламенте был как бы те, которые решили, добровольцы, они сказали, что мы будем оборонять парламент до конца. И это было очень серьезно, потому что вооружены они были очень легко. Многие из них не то, что не имели Калашникова, автомат Калашникова, но они были вооружены самым простым оружием охотника. Я сам возил в парламент тогда ружье отца моего хорошего друга, который умер, и ружье осталось, но он мне дал его. Я передал его известным людям, которых я знал заранее. Так и патроны привозили. В общем, если посмотреть так, любую машину, наверное, или многие машины остановив, в багажнике можно было найти оружие, которое одним или другим способом стекалось в руки тех добровольцев, которые закрылись в парламенте, окружили, сказали, приняли присягу, кстати, и сказали, что никто, кроме тех, которых мы призовем, не зайдет в парламент. А на ночь на 13-е я с другом пешком пошел через Вильнюс к зданию телевидения. Это на улице Канарского. И мы решили там побыть или, скажем так, остаться, потому что все происходило в нескольких частях города. И телевидение это было первым объектом нападения. Все началось конкретно с того телевидения. Мы
стояли тоже вокруг здания радио и телевидения. Зашли танки, много бронетранспортеров, то есть уже приехали те, которые должны были брать здание. И знаете, самое, наверное, такое большое впечатление для меня оставило тогда, когда танки начали стрелять в городе пустыми снарядами, но звук был таков, что все окна из многоэтажек пошли просто вниз. И слава Богу, что никто не стоял под этими окнами, потому что шли целыми как бы стеклами, и это было бы смертельно, конечно. Но представляете, такое, знаешь, стрельба танков в городе, крик людей, стрельба в воздух из автоматов, все это перемешивалось, такой звук, ну, просто это был как такой, я бы сказал, почти что рукопашный бой. И мы видели, как солдаты уже зашли в здание, и так что это здание вообще-то не охранялось, было несколько милиционеров со стороны Литвы. Конечно, они не могли стать препятствием, их просто откинули, шли хорошо подготовленные солдаты, они знали, что делают, они не смотрели, кто там, мужчина, женщина или кто-нибудь, били автоматами. Если теперь эти кадры зафиксированы, они сразу окружили бронетехникой здание, чтобы никто не подходил бы к ним ближе, то есть отрезали от внешнего мира как бы. Ну и они зашли в здание. Так как они зашли в здание, мы поняли, что здесь как бы сделать ничего мы уже больше не можем. Конечно, присутствие там, я думаю, что это делало впечатление для самих солдатов, которые, наверное, не очень-то ожидали, что здание телевидения тут будут как-то стараться оборонять люди, приходить своей волей и так далее. А людей было много, огромная куча людей. И, по-моему, вот это вообще-то подействовало очень позитивно, потому что это не было, скажем так, заданием какого-то политического элита. Просто его не было. Это была общественная инициатива или понимание того, что мы сами должны оборонять свою страну и независимость. Никто этого не сделает. Мы тут на первой линии уже. И тогда мы с другом пошли к парламенту, видели, как уже начали строиться баррикады. Потому что сигнал сразу пришел, что случилось в телевидении. Тогда уже начались события в телебашне, более кровавые, и которые были уже окрашены кровью и так далее. И все поняли, что следующим объектом нападения будет парламент, потому что все логически сходилось. Берется телевидение, радио, а потом уже те, которые сами собой представляют независимость, то есть парламентарии, которые заседали в то время в парламенте, не все, но достаточно много, чтобы они могли бы и говорить, и передавать какие-то новости. Конечно, телевидение было закрыто, но тогда еще была найдена возможность по радио передавать некоторые вести. Там под Каунасом открыли независимую станцию, и технические возможности как бы передавать новости, потому что 30 лет назад не было ни интернета, ни переносных мобильных телефонов и так далее. Представляете сами, только что появились какие-то большие мобильные телефоны, так называемые, с трубкой и с проводом. Так что совсем была другая ситуация. Те, которые участвовали в этих событиях, я не бы сказал, чтобы они были бы чем-то различные от других людей. Это было просто люди, которые, наверное, нашли возможность, потому что не все имели возможности приехать и так далее, хотя люди съезжались со всей Литвы, и они менялись бы, там были постоянно как бы первая смена, вторая смена. Но вот мои впечатления от 13 января 1991 года, которые, ну, я бы сказал бы, наверное, для меня был решающим событием вообще-то. Тогда стало ясно, или ты продолжаешь верить и делать то, что ты начал, или
старайся найти какой-то компромисс, который, наверное, потом тебе не даст свободно жить и будешь себя обвинять в тех предательствах или в каких-то делах, которые могут изменить даже твою жизнь. И я верил этому, потому что я всегда ждал независимой Литвы. У нас была такая традиция в семье. Мы верили, что это придет. Но видите, надо бороться. И тогда победа приходит. Понять, насколько западный мир играет словом «свобода» и правами человека, насколько это является только инструментом исполнительных правительств, и насколько это по-настоящему действует. Литовский случай это был по-настоящему, как и ваш случай теперь, битва о свободе. Это было так. Так важно было понять, кто в это поверит. И после январских событий я очутился в Стокгольме. Пришлось думать, что делать с детьми, с маленькими. Профессор Ландсбергис был это 13 американский дипломат Джордж Кролл сидел около него. Ландсбергис, как всегда, играл Шопена или Черлёниса. У себя, значит, здание было из стекла. Оно все дрожало, когда эти советские танки приезжали. Вы знаете, ну, это тяжелое, это больше трактора, это танк. Ну, все дрожит вокруг. Все здание дрожало, они пародировали и пугали этот весь парламент, эти 1000 людей около парламента. Все здание дрожало, и просачивался звук Шопена, Ландсбергиса. И очень все было напичкано этим ужасным чувством или запахом бензина. Потому что мы довлекли 3 тонны бензина, чтобы взорвать и всем взорваться вместе, и напялили на крышу парламента бочки с бензином, чтобы эти вертолеты не смогли бы спуститься на здание парламента. Там был такой Андрюс Эйва, бывший офицер американских войск, помог нам экипировать парламент взрывчатыми веществами, чтобы мы все бы взорвались в это время, когда они подойдут к нам. Мы специально это сделали, чтобы они понимали, что мы идем ва-банк до конца. И пронзительный запах этого гадкого бензина, и, значит, везде, на случай спаления всех нас, и вокруг 3-4 тысячи людей. И вот эти, значит, белые личико моего сына, и Ландсбергис, который мне сказал, я сказал, значит так, он мне сказал ночью, в 2 часа ночи, уезжаешь с последним американским дипломатом и создаете правительство в изгнании после того, если нас всех перебьют. И какая-то дохлая «Волга», тогда это еще не было дохлая «Волга», еще была «Волгой», эта машина была, но управление Рига и Стокгольм для создания правительства в изгнании, если нас перебьют. И, конечно, и американский дипломат, который Джордж Кролл, который почему-то рыдал и сказал: все, всем конец. Это странное, значит, умение видеть будущее, но хороший парень. Значит, он мне еще говорил, он откуда-то, будучи в России, усвоил какие-то славянские обычаи, поделить хлеб на 2 части, после этого их соединить там где-нибудь после 10-30 лет. Ну, что-то такое был фольклор, очень большой фольклор. И Ландсберги, сидящий, и подошел, он мне говорит, я ему говорю, я могу забрать своих 2 деток, Эстер и Давида, и жену Виргинию в машину, потому что они перестреляют на нас, уничтожат. Они найдут же, когда я буду говорить из Стокгольма против хорошего дяди Горбачева, который был хороший для Запада, а для нас плохой, а у нас был другой дядя хороший, Ельцин, который нас очень сильно прикрывал, и русские демократы. И, конечно, когда я буду выступать против Советов, чтобы они бы не нашли мою семью, он сказал, мне показал в голову сказал, ты с ума сошел. Они должны тут остаться.
и быть вместе, потому что они, КГБ, Советы скажут, что ты убежал, если у меня не будет голоса. Они должны остаться в Литве. Ну, я его проклял, конечно, в душе, профессора Ландсбергиса сказал, ну, эгоист же он. Но дети остались. И очень безжалостно. Так что, если бы они вы взяли верх, этот Язов и кто там был еще, этот и Янаев, и другие, так, конечно, бы уничтожили мою семью. Я себя чувствую, конечно, мерзавцем до сих пор, но моя жена меня простила, мы выиграли, и я помню, когда у меня в квартире нашли вот такие микрофоны, большие, как тараканы, знаешь. Это была большая трагедия. Так что 17 месяцев они жали на нас, чтобы мы убрали акт независимости. Господин Горбачев, особенно его премьер-министр Рыжков, которым мы были во время переговоров в Кремле, давили на нас, чтобы мы отказались, объявили мораторием на независимость. Помню, тут наверху дверные ручки, этот Гулливерский Кремль с этими гранеными стаканами чая и сосисками, и свинины, к сожалению. Положили на стол две бумаги, господин Ландсбергис, господин Рыжков протянул руку в гигантском зале. В этих залах все такие маленькие, оказывается. Очень интересно. Значит, как они, будучи такими маленькими, могут совладеть своей страной. Мы понимали, что и дальше они нас будут убивать, и дальше нас будут, значит, они будут просить, чтобы мы бы отозвали акт независимости, мы его не отозвали, и 17 месяцев мы прозябали в каждодневном ожидании, пока нас не перестреляют. И они подписали 28 июля, еще до развала Советского Союза 1991 года, договор Россия-Литва, которому мы поверили, а 29-го по указу Генерального штаба России расстреляли наших пограничников в Медининкой, около вас, около белорусскую границу, 14 людей застрелили из автоматов Рижский отдел ОМОНа, где я являюсь заместителем председателя в Страсбурге. Там у нас целый каталог преступлений ОМОНов и других служб против вас. И это перерастет из количества в качество, превратится в международное расследование против господина Лукашенко. Но пока это не станет, пока он не станет частью типа трибунала на Западе, субъекта для трибунала, вам нужно готовиться к выборам, идти напролом с выборами, создавать свой парламент, свои партии. И хочу кончить на оптимистической ноте. Наши все эти потуги 13 января и позже, и 11 марта, 17 месяцев до кончины Советского Союза, который формально подписали в Беловежской пуще всего лишь через 3 года, а советские войска вообще вышли только из Литвы только в 1993 году. Это наше восстание было самым главным аргументом для признания литовской независимости. Они на наш голос, ясный голос тут, около телебашни, и на тысячи защищающий парламент отвечают нашим признанием, что это народ, который имеет право на существование, потому что он поднял голову. Говорят, что, я не знаю, все ли это говорят, но многие говорят, что в Белоруссии протесты как-то глохнут, так сказать, уменьшаются, что они во многом задавлены. Мне кажется, это не совсем так, это во-первых. Во-вторых, надо помнить, что это долгое дело. В Литве это продолжалось по меньшей мере 3 года. Первая демонстрация была в 1987 году, в августе, а полная свобода наступила только даже через 4 года, в 1991-м, тоже в августе, после крушения московского путча. То есть 4 года. Ну, так сказать, дело это должно быть рассчитано на длительный срок. Освободится ли Беларусь, я, так сказать, не буду пророком, я бы этого хотел. И все бы, наверное, мы бы этого хотели.
но, может быть, еще и нет, потому что, как я говорил, такие движения рассчитаны не на 1 год. Но будем надеяться, что движение будет только крепнуть, и ситуация Лукашенко будет только ухудшаться. Вот тут можно уже сказать почти 100%, что так оно и будет. Но пожелание выражается 2 словами: «Живе Беларусь». Спасибо. Blogiųjų žėjus rinkis tą patį kelią per tamsą, eik kiaurai sienas, tau kaulai parodys, kur bėgti, o kur melstis. Melskis. Šūvis po šūvio, širdis tai ar ginklai, užmigti neleidžia. Per ilgai jau taip, jei nėr kito būdo, mums tinka ir šitaip sušaudyta laisvė. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau. Nes tai apie mus, apie viską, kuo tikim, apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikus. O laisvė mūsų kieme, o laisvė šitaip laukta, o broli, sesė, eime, pasitikim ją. Tiesa nuplauna, grąžina viltį, rankos ir širdys į dangų pakilę, taip dega kraujas. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau. Dabar apie mus, apie viską, kuo tikim, apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikus. O laisvė mūsų kieme, o laisvė šitaip laukta, o broli, sesė, eime, pasitikim ją. Pasitikim ją.